У нас к вам пару вопросов. Первый, сколько времени вы уделяете занятиям спортом вообще? Занятия спорта? Да. Ну, раза 3 в неделю. А чем занимаетесь? Тренажерный зал посещаю. Ну, минут 40 в день уделяем. Вот мы с внучкой занимаемся, да, дочь, зарядку делаем по утрам. Ну и ходим, на велосипеде катаемся. Так-то занимаемся как можно. Ну, конечно, не очень много, но занимаемся, уделяем. Так что я рада, что спорт так развивается, что детей привлекает вот так. Это замечательно. Нет, меня, по идее, время нет. Но когда свободное время есть, я очень даже за это дело. Да. А в молодости чем занимались? Лыжный спорт основной. Я бегал на лыжах. Часа, может, 2 в день. А чем занимаетесь? Так, для себя турники. Работа на лапах с приятелем. Да, я всю жизнь в больнице работаю, бегали всю жизнь. Нам отгул давали раньше, да. А сейчас сколько времени спорту уделяете? Ну, сейчас утром я гимнастика делаю, как стою сама. Сама занимаемся. Хотя пенсионного возраста все равно занимаемся. Сад ездю на велике. На работу бегом, после работы бегом. Раньше занимался, сейчас нет. Сейчас времени нет, семья, дети. Каким видом спорта? Тяжелой атлетикой. Если иметь в виду агрофитнес и работу в саду, то это полдня. А если иметь полноценную возможность, то это час в день однозначно. В течение недели часов 8 точно. Каким видом спорта вы занимаетесь? Велосипед? На велосипеде, да? Да. Используете как основной способ передвижения? Велосипед нет, как возможность отдохнуть. Физическая нагрузка при умственной работе помогает. Ну, я уделяю, да. Вот вчера на Исяново ездили, плавали. Ну, вот у нас прекрасный бассейн в городе Сибай. И я хочу выразить благодарность вообще городской администрации, то, что у нас бассейн есть, и желательно второй построить. Вот, потому что люди хотят заниматься спортом, это я вот по себе знаю. В последнее время некогда, все, работа. Ну, а раньше, скажем, Раньше было время, да. чем занимались? Ну, раньше в молодости боксом занимался, карате, это уже лет 10 прошло. А детей своих еще в спортивную секцию не отдали? Планирую, да, сейчас пока рано, через годик планирую спортивную секцию. Что-нибудь, не бокс, конечно, что-нибудь, чтобы по башке не били. Такое попроще. Какой-нибудь кунг-фу, там что-нибудь черный дракон. Не отвожу вообще. Ну, чем-то занимались раньше? Кикбоксом занимался. А сейчас почему забросили? Времени нет, работаю. А я очень много играю в футбол. Часто выхожу по вечерам и играю с друзьями в футбол. Ну, футбол, то есть ты не профессионально занимаешься? Да, я не профессионально занимаюсь, а как любитель просто гоняю мяч. Много бегаешь? Да. Да? С утра до ночи бегает, да. С утра до ночи занимаешься спортом, видимо, да? Бегаешь, да? Всем привет передай. я еще и летаю. Летаешь даже? Ну. Всем привет передай, ладно. Привет, передай. Ну, занимаемся спортом. Спорту уделяется, как свободное время. Больше половины свободного времени нужно, по-моему, уделять спорту. Кто со мной не согласен, я не знаю, сидите возле телевизоров. Я всю жизнь занимался спортом, лыжным спортом, футбол, баскетбол, волейбол. Поэтому, наверное, такой маленький. Дрова умею колоть. Я хожу в спортклуб, занимаюсь, так скажем, начальной стадии йоги у нас такая, йога такая несложная. Сколько дней в неделю? А сколько? 3 раза в день, 3 раза в неделю, но летом не ходим, некогда. Ну, летом редко уделяем, потому что жарко. И вообще ничего не охота делать. Я 6 дней в неделю. 6 дней в неделю по часу, да? Нет, по 2. Ну, смотря на какую тренировку иду. А каким видом спорта занимаешься? Кикбоксинг, спортзал. Ясно. В Сибае вообще у нас проводится такая программа, называется «Сибай. Территория спорта». В рамках этой программы организуется у нас на центральной площади зарядка для детей по утрам. Потом была построена площадка. Вот ты можешь свое отношение выразить? Как ты поддерживаешь такую инициативу? Ну, конечно, поддерживаю. Сейчас вся молодежь долбит, бухает. Так вот спортом пусть занимаются. Потому что у нас сейчас спортивный инвентарь даже стоит дороже, чем спайсы, там всякие трава, соли и так далее. Чем вот так пить, курить, наркотики заниматься лучше вот это. Я рада очень.
Я замечательно отношусь к такой инициативе. Хорошо, пусть дети занимаются, показывают, спортом занимаются и приучаются к этому. Они, кстати, с удовольствием. Я сама была на этом и на флешмобе, и на зарядке один раз. Прямо они с удовольствием занимаются. И хорошо, мне кажется. Хорошо, хорошо. Пусть подтянется побольше людей. Чем, например, без дела на улице, туда-сюда шарахаться, это уже дело, чем-то будут заняты люди. Как раз таки я там и занимаюсь периодически. Хороший вариант, да, для себя. Ну, на площадке возле Ледового дворца мы бываем регулярно, мы там недалеко живем, поэтому возможности пропустить поход ежевечерний на площадку, она отсутствует. Потому что ребенок способствует этому. А ребенок чем-то занимается помимо? Пока сейчас нет, мы идем в 1 класс, и выбор широк, все двери для нас открыты, и с сентября мы обязательно будем где-то заниматься. Да. Ну, предпочтение каким-то видом спорта отдаете? Ну, я думаю, что это будет борьба. Для него, да. Мне бы, конечно, как маме, наверное, не хотелось чего-то спокойнее, но я вижу, что ему хочется. Для населения больше пропагандируется здоровый образ жизни. Не только для населения, и для молодежи, как бы, чтобы она вот так вот, ерундой не страдала, занималась чем-то полезным. Да, поддерживаю, конечно. Я была в Нефтекамске, там город вообще очень спортивный. Там у них это культ. У нас культ сада, Сибай, так скажем, да, а там вот именно здоровый образ жизни, спорт, увлечение спортом у них возведено в культ. Мне там очень это понравилось. Но мне вот нравится, отрадно, что у нас появились спортивные там тренажеры в парке, да. Ну, все как-то стараются заниматься по минимуму, но занимаемся же все, каждый, наверное. А так поддерживаю, конечно, это здорово. Хорошая инициатива, наверное, хорошее предложение. А там, откуда вы, собственно, приехали, откуда вы родом, что-то подобное вообще организуется? Нет, пока нет такого. Наверное, как посмотрят, как в Сибае будет, и может и последует с Баймака. Молодцы, хорошая идея. Это полезно. Может, больше спортом начнут заниматься. Как в Китае, они же все с утра до ночи там зарядку, все вместе, всем городом делают. Может, у нас когда-нибудь такое наступит, светлое будущее.